Это программа «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. Служба скорой медицинской помощи в период пандемии оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Нагрузка выросла и на экстренную службу, и на всю систему здравоохранения в целом. О том, как изменилась и устроена работа станции, мы поговорим сейчас с главным врачом станции скорой медицинской помощи Якутска Татьяной Андросовой. Татьяна Антоновна, здравствуйте. Здравствуйте. По количеству вызовов скорой помощи наверняка в какой-то мере можно судить о том, как меняется эпидобстановка с COVID-19 у нас в городе. Как сейчас с вызовами растет их число? Или все же мы, как надеемся, немного снижается? Какие сейчас тенденции, на ваш взгляд? Если взять по отношению к апрелю месяцу, конечно, рост есть. Если взять по отношению к началу октября, даже к середине октября, как бы выровнялась уже. Как в целом изменилась работа столичной станции скорой помощи в период пандемии? Понятно, что все сложно, но насколько сильно теперь вы по-другому работаете по сравнению с нормальными временами? Так, во-первых, мы изменили порядок работы по временным методическим рекомендациям. Это оперативный отдел. Служба приема вызовов на сегодняшний день выясняет эпидемиологический анализ у каждого звонящего. Имел ли он контакт, кто-нибудь болеет рядом, какие ОРВИ признаки есть, нет, приехали они из другого региона, и тому подобные вопросы. Их много. Теперь по выездам бригады. Выездные бригады на сегодняшний день есть специализированная инфекционная бригада, которая занимается положительными больными, ПЦР положительными, выявленными с коронавирусной инфекцией. В этой бригаде у нас работает 10 человек. Остальные выездные бригады у нас оказание медицинской помощи происходит вне медицинской организации. Таким образом мы можем и обычный вызов попасть на, скажем так, и на лицо с риском по заболеванию коронавирус. Поэтому и выездные бригады все работают в средствах индивидуальной защиты. То, что у нас конкретно изменилось. То есть мы с марта месяца все бригады ездят только в СИЗах. Уровень СИЗов отличается у инфекционной бригады и у выездной бригады. Инфекционная бригада, конечно, она полностью оснащена СИЗами очень высокой степени защиты. Да? То есть они ездят и на лицевых масках, и сам костюм, он как при особо опасных инфекциях. И обработка их, естественно, тоже на сегодняшний день как особо опасных инфекций. Если обычная бригада вдруг, например, там перелом ноги и тому подобное, мы приезжаем и на месте только выясняем, что он оказывается ковид-положительный больной, например, нас не предупредил. Но в любом случае мы в СИЗах, потом приезжает эта бригада на станцию и полностью обрабатывается. На это дается дополнительное время. И поэтому за счет этого у нас пошло удлинение времени обслуживания вызова. В целом то, что поменялось. Да, про приезды скорой помощи вы сказали. Есть, понятно, что ваши работники – это именно те люди, которые самыми первыми приходят на помощь. Много ли медиков переболело на работе за это время коронавирусной инфекцией? Ваши коллеги? У нас на станции скорой помощи заболевшие есть, в том числе и врачи, и фельдшера, и медицинские сестры, также водитель скорой помощи. Всего на сегодняшний день у нас переболело 59 человек из штатного расписания, почти 600, скажем так. А хватает ли сейчас кадров у вас? Нет ли оттока специалистов? И как обстоят дела с профессиональным выгоранием медиков? Насколько сейчас физически и морально тяжело работникам? По
кадровой работе я могу сказать, что у нас стопроцентная укомплектованность средними медицинскими кадрами и стопроцентная укомплектованность водителей скорой помощи. Ну, младший медперсонал, но его у нас мало. А он есть у нас только в части дезинфекции, уборки машин и психоневрологической бригаде. Там укомплектование больше 100% даже. Но врачей у нас и в начале пандемии не хватало, где-то 19%, оно так на этом уровне остается. То есть оттока так такового нет. Мы, например, в этом году укрепились выпускниками базовых колледжей, пришли 10 человек, плюс нам очень помогла кафедра анестезиологии и реанимации с курсом скорой помощи. На сегодняшний день работает 3 ординатора. Плюс очень помог Якутский базовый колледж. Студенты 4-го курса лечебного отделения тоже проходят у нас производственную практику. Ну, получается, практически помогают. Поэтому оттока так такового нет, но на больничные листы у нас, конечно, люди уходят, поэтому переработка есть. Выгорание тоже, я считаю, есть. Все время, быть на передовой в плане того, что мы же не знаем, куда мы едем, мы дверь открываем и только потом видим, куда мы приехали. Но в отличие от наших коллег, которые работают в стационаре, они работают в своих условиях, то есть и дезинфекция, и как люди, скажем так, живут, да? Если стационар, он дезинфицируется, а в квартире-то этого ничего нет, то есть мы должны работать в условиях того, чтобы защитить своего работника. Про хватку-нехватку кадров мы с вами поговорили. Хорошо, что оттока нет. А как обстоят дела с техникой, с автомобилями? Хватает ли техники для такой экстренной работы? В этом году нужно сказать, что федеральные органы по соглашению с правительством Республики Саха-Якутия с Министерство здравоохранения Российской Федерации, Минпром Российской Федерации, мы получили 31 единицу санитарного транспорта для скорой помощи. Из них 11 машин, они класса С, самого высокого класса для анестезиологов, реаниматологов, и 20 машин получили, это на всю республику, класса Б, это врачебные и фельдшерские бригады. В городе Якутске осталось 14 машин. Так, остальные они распределены по нашим районам и улусам. Конечно, упор сделан на те районы, в которых есть первичные сосудистые отделения, где есть межрайонные больницы, отделения 3-го уровня, например, Мирный, Ленск, Алдан, Нерингри, Вилюйск, Нюрба, вот такие районы. Но плюсом еще и охватили Арктику. Алайховский улус, например, получил машину скорой помощи. Она полностью оборудована, это дорогие автомобили, в которых есть и аппараты для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы со всеми носилками, с реанимационными наборами. Это очень хорошее оборудование. Мы очень довольны тем, что в этом году мы получили столько медицинского оборудования, скажем так, полностью оснащенные по всем параметрам. Татьяна Антоновна, каковы ваши наблюдения, что показывают данные статистики? Стало ли больше обострений других болезней в период пандемии? Ведь стресс, в котором мы сейчас живем, не способствует здоровью. Люди сейчас относятся очень внимательно к любому изменению своего здоровья. Чуть что сразу скорая помощь. Есть ли такое изменение в статистике и в целом в ваших наблюдениях? Начнем с того, что когда была строгая изоляция, мы видели то, что идет снижение по травматизму, уменьшение по сердечно-сосудистым, по болезням сердечно-сосудистой системы мы не наблюдаем. Потом, когда уже начали ослаблять карантин, скажем так, мы пришли на те же вызова, которые есть, все-таки
наша главная обязанность – это экстренная и скорая медицинская помощь. И по тем показаниям, по поводам, которые мы ездим, без сознания, там упал с высоты, ДТП, отравился, дети до года, меньше вызовов не стало. Сейчас идет рост за счет системы органов дыхания. Они занимают, ОРВИ на сегодняшний день занимают 10-12% от общего количества вызовов. То есть если у нас 12 тысяч вызовов, 1500-1700 это вызова на температуру, на одышку, на задыхается, такого плана. Поэтому если раньше у нас их было меньше, то сейчас рост есть. Напомните, Татьяна Антоновна, населению, да, вот оперативный штаб про это тоже говорит, что люди просто по разным причинам сразу бросаются вызывать скорую помощь. В каких случаях вы рекомендуете населению, в каких случаях стоит вызвать скорую помощь, а в каких лучше не торопиться, дождаться участкового врача? И какие есть сейчас способы вызова скорой? Давайте начнем со способов лучше. Да? Значит, на сегодняшний день федеральный номер 103. Также есть 103 линия, которая работает в релейном режиме. То есть, если вызов идет, вызов обязательно будет включен к диспетчеру. То есть, что такое релейное? Пока разговариваю, все линии, если даже заняты, все 5 операторов, которые сидят, скажем так, значит, кто-то, если положил трубку, ваш звонок будет переведен на него. Если вы дозвонились, трубку ложить не надо. Если идет, например, я думаю, что это должно происходить очень редко, когда идет срыв линии, набрать 103. Но если вы все-таки не получилось у вас, то можно дозвониться еще на службу экстренной помощи 112. Значит, 112, напоминаю, работает при минусовом балансе, даже при отсутствии сим-карты в телефоне. Номер 112 можно набрать в любом участке нашей республики. Эта программа уже работает. Она работает совместно с МЧС. Курирует эту программу и 112. Оператор 112 может перевести на диспетчера 103. Теперь очень много в начале пандемии было вопросов по анализам, по больничным листам, по больничным листам, значит, и по назначению лечения. Вот я для населения хочу сказать, что скорая помощь занимается только экстренной ситуацией, то есть мы проводим лечение экстренного повода. То есть мы не занимаемся забором анализов, мы не занимаемся выпиской больничных листов, мы не занимаемся назначением лечения и, естественно, не занимаемся дальше мониторингом этого больного. Все вызова, которые мы обслужили, и мы считаем, что активный терапевт к нему должен подойти в автоматическом режиме. Мы работаем в автоматизированной системе управления скорой медицинской помощи. Диспетчером скорой помощи передается в поликлинике. Это, значит, передается по закрытой линии напрямую в регистратуру поликлиник. Таким образом, еще раз, вызова делятся на экстренные и на неотложные. Значит, что относится к экстренным? Еще раз, без сознания, не дышит, задыхается. Что еще? Если по ОРВИ, да? По неотложным это высокая температура, это одышка может быть. То есть, в принципе, все диспетчера скорой помощи, которые сидят в оперативном отделе, они все с медицинским образованием. И у нас там сидят обязательно люди, которые, как скажем, имеют опыт работы.
Поэтому нужно, я всегда, советую населению не паниковать, даже если, очень плохое случилось, ответить на наши вопросы. Иногда это всего 20 секунд, но надо эти 20 секунд нашему оператору предоставить нашему оператору возможность задать эти вопросы. Оператор диспетчер по вызову скорой помощи, он определяет, какая бригада к вам поедет. Педиатрическая, анестезиологическая, кардиологическая, врачебная, фельдшерская. Для чего вам нужна скорая помощь? Поэтому вопросы задаются не просто так. По месту нахождения тоже есть дублирующие адреса. Иногда заезды, закрыты тоже. Это надо предупреждать. У людей бывают, домашние животные агрессивные, да, то есть это все тоже, если частный сектор особенно, мы говорим, чтобы собаку убирали. В основном так. То есть мы, еще раз, очень много вопросов по сдаче анализов, очень много людей задают, могу ли я открыть больничный лист, например, в 8 часов вечера. Да, особенно люди, которые работают сменно. Вот он должен был пойти работать в 8 часов вечера на работу, в 7 часов обнаружил, что у него температура. Естественно, он начинает звонить на скорую помощь, чтобы зафиксировать, что он заболел, и поэтому он не вышел на работу. Мы больничных листов не выдаем. По порядку обращения, пациент, население за медицинской помощью, вы на утро вызываете участкового терапевта, и участковому терапевту объясняете, что вы вчера не ушли на работу, и вам будет выдан больничный листок нетрудоспособности с того момента, как вы заболели. Но это не повод вызвать скорую помощь, когда 37,5, например. Спасибо, Татьяна Антоновна, за подробные разъяснения. Спасибо вам за тяжелую работу. Удачи вам, здоровья. Всего доброго. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в ближайших выпусках. До встречи.